Сегодня мы говорим, во-первых, о качестве услуг, да, о ликвидации цифрового неравенства. Это инфраструктурные задачи. Второе, сегодня перед нами стоят вопросы защиты информации, потому что все больше информации становится о гражданах у нас, да, в наших базах данных других органов, муниципальных органов. Это все нужно сохранить при обработке, передаче информации. Поэтому защита информации сегодня – это очень важный аспект информатизации вообще. Сегодня стоит задача муниципальных органов по автоматизации своих процессов, по развитию электронного правительства уже там. Потому что поскольку сегодня уже надстройка у нас в правительстве, вообще архитектура электронного правительства выстроена. Поэтому вот все эти вещи мы сегодня обсуждаем. Ну, кроме того, импортозамещение, да, однозначно мы вот видим, что сегодня очень стали зависимы от иностранных компаний, в связи с тем, что их продукция в свое время была очень быстро развернута на территории Российской Федерации. И нам нужно сегодня уже смотреть в сторону своих компаний, которые могут уже делать свою продукцию на нашем рынке. И вот такие задачи, мы о них будем говорить. Конечно, будет резолюция, и мы свою резолюцию направим уже в соответственные органы власти. Вот. И самое главное – это обмен опытом. Вот все те компании, которые сегодня у нас работают, они на самом деле пришли на базе, на основе общения во время вот таких конференций у нас, тех выставок, которые вот у нас были за последние 2-3 года. И есть компании, которые сегодня уже развернули спутниковые сети, и их количество станций достигает уже порядка 140-160. Это практически наравне с нами, нашими государственными операторами. Да? Вот, поэтому вот важность нашего общения, ну, вот даже неоспорима. Люди стали очень быстро пользоваться. Вот, если Приморский край является первым, как сегодня говорили, по числу зарегистрированных граждан, то мы в октябре прошлого года находились в аутсайдерах. Сегодня практически за полгода мы 3 раза нарастили количество зарегистрированных граждан. Электронными услугами, это теми, которые сегодня предоставляет государство, да, пользуются более 30%. А есть электронные услуги, которые предоставляет бизнес, это покупка билетов, интернет-магазины и так далее, и так далее. Мы их даже не считаем. Вот. И мы видим потребность, вот, как в статистике, мы видим это через потребность наших граждан в каналах связи. Просто мы не могли предположить даже, да, что такая потребность будет, как в районах, населенных пунктах и везде, ну и в городе Якутске. Мы развиваем порталы, это те услуги, там, справки, льготы, да, которые может выдавать государство и орган власти или муниципальный орган. Мы же не делаем услуги по электронной продаже билетов, продаже, интернет-продаже и так далее. Это мы не дублируем, поэтому совершенно независимые, но в то же время дополняющие друг друга секторы предоставления электронных услуг, сегменты предоставления электронных услуг. Они отделены от сервиса «Мои документы» в МФЦ? Или одно и то же? Ну, это альтернативные площадки для получения электронных услуг. Человек может в МФЦ прийти и получить услугу, человек может, сидя дома, получить услугу через интернет, да, через наш портал, или может прийти в орган власти и сказать: вот, Иван Иванович, я хочу получить такую услугу. Ну, лучше больше, чем... Да, конечно.